називається «Білоруські народні танці в Могилеві». Долучайтеся. У нас є візитовки, які лежать в полях оператора, я потім вам всім роздам. Ось, а гості про себе самі розповідають. Це відомий хореограф Сергій Вискорка, люблінські музики. Вони приїхали до нас одну з Любані, це Мінщина. Ось, і послухаємо їх. Дякую. Добрий день. Приятно Беларуси вітать перш за ўсё тых, хто нешта робіць, а танцы это не работа. Поэтому вітайте любанские музыки. Василий Васильевич Семашкевич и Николай Михайлович Юницкий. У нас теперь есть такой анекдот по Любани ходит. Гармонист и барабанист. Ну и в Могилеве, по-моему, уже третий раз. Если не четвертый. Вот, и в этом палатке мы были несколько разов. Дякую вам, что вы все равно приходите, собираетесь. Сегодня мы подрихтовали для вас несколько сюрпризов. Это будут могилевские танцы. С нескольких районов Могилевской области. Вельми гонорово то, что есть танцы, которые записаны не мной, а записаны как раз Могилевской суполкой у Краснополья. Почну с того, для тех, кто не ведает, что белорусский народный традиционный танец ён значно адрозніваецца ад танца того, который мы бачым по телебачанні, на сценах. Это уже народно-сценичный, авторский танец. Это творы, которые хореографы придумывают и ствараюць. А мы пропагандуем танец самый сапраўдны, той, который танцевали и яшчэ, дзякуй Богу, танцуют на вечеринках и просто на неких импрезах наши бабули, прабабули. И, что вельми важно, молодь теперь подхопила в этот рух и вельми активно им користається. У Європі є такий термін, який вельми хорошо характеризує ці танці. Соціальні танці, то есть танцы для себя, не на показ, просто для себя. Вот гэтому зараз мы будем вас учить, гляжу и в очі розбивається, слухайте, все взрослые. Напевно, от 8 до 80, правда? А то и более, чем я. А теперь, коли ласка, так, почнем с самого простого. Кто уже ведает мои мастер-классы, то повторить, а кто нет, мы еще раз пройдемся. Ножки у нас завжди у такой позиции, яка зручна вам. Коли ви народилися трошки не вивернуті, так уже батько зробив, то вони так і повинні служити. Треба їх виворочуватися, там і поворочувати. Вот, як есть. И на той ширині, які у вас плечи. У кого плечи поширей, то и ноги ширей становятся. А у кого они такие, как мои, ну так, так уже и есть. Вот, и теперь постава повинна быть такая мягкая. Мы николи не выкидываем плечи наверх. Вот ровненько так стоит. Видите? Вот как было зручно дыхать, нигде ничего не заминало. Я кажу, что белорусы такая нация трошки гультаеватая. Видите, коли можно не тратить силы, так на что их тратить? Вот мы так и танцуем, вот таким сенсиком не потратиться лишнего. Потому что я кажу, на вечеринку пришел, еще 3 километра треба идти до дому, а с километров 5 треба девчину проводить. Ну, где же ты тут будешь уже так высилковаться на танцах? Хотя все одно старались, и не глядя на свою простоту, все одно это было внутреннее огромное. Весь танец там, на души горит, а не просто внешний показ. И спробуем самый простой рух, я его называю тройный приток. Коли выучить вальс, тройный приток и дробную польку, то можно станцевать абсолютно любых белорусских традиционных танцев. Вот. Самое сказалось с дробной полькой, потому что там уже свои особливости. Начнем с самого простого. Тройный приток. Мы начинаем с правой ноги. Раз, два, три. Теперь левая. Пауза. Левая. Раз, два, три. Правая. Раз, два, левая. Раз, два, три. Теперь зверните увагу, что никаких вот таких ваганий не повинно быть. Мы повинны сидеть и ножки поднимаем вот от этой части, от пупа. Не отверху, чтобы это отримовывалось, а вот только тут. Працует ножки и не все тело. Да. Вот таким чином. Аккуратненько, мягенько. И пробуем. Раз, два, три, справа. И так, 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 и да, так, 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 так. Еще. Добренько. Пробуем с мелодией. Какой-нибудь не успела. Самый ведомый белорусский танец и этнограф, ой, боюсь искусить, не буду говорить, один из этнографов вызначал расселение белорусов по распоўсюджанню как раз танцы лягунь. И в этой мелодии на вокол Беларуси на так и живет.
імпровізації витворяють, то гэта частка павінна быць проста як пастамент, скажем так. Особливо для женщин, чтобы нигде лишнего ничего не сталося. Это стыд танца, это особливость. И когда это не соблюдать, то уже открываются просто руки. Руки в народных танцах звучат довольно простые. Их вельми просто виконувати. Але вот манеру перенять, характер передать, это уже треба постараться. Причем постараться не столько физично, сколько некие тут вот этими нашими извилинами, скажем. Глядите, в чем справа. Тулово ровное, никуда не девается. Под пахами повинно быть поветра. Я вот вынашал за свою практику такую справу. Мы берем руку в кулак вот таким чином. Две руки у меня там просто заняты. И теперь выворачиваем и великий палец иди назад. Вот таким чином ставим на пояс. Один, что глядите, как запястье сюда не загиналось. Оно повинно быть вниз. Тогда отчувайте, это сразу спина ровная становится. Просто идеально ровная. Справа в том, что не все люди нарожаются с идеально ровной спиной, вы все с особливостями. Поэтому вот это дозволяет вашу спину зробить такой, какой повинна на вас быть при народжении. Сочите за тем, как рука сюда не поднималась, и когда вам незручно, значит вы поставили руку не в то место. Треба его або трошки назад, або трошки наперед. Спина самая идеальная вот такая. Руки были в самых разных позициях у танца. Наверх, внизу, они служили по-разному. Але вот это дозволяет тримать спину. Вот я себе так тримаю, ну и эти знакомитые сколиозы вылечивая, когда так себе тримать. Скажи, ласка. Теперь тримаем корпус ровный, ножки танцуют, ну такой мягкий поставили, еще раз для вылета. Мне хочется, как для белорусской хореографии характерно ровный круг. Чем ровнее, тем лепей. Танец это солнце. Поэтому круг повинен быть ровный. Когда уже нам место не хватит, ставим два пола, как попало. Пошли подсовывать. А теперь видите такой маленький такие особливость, это уже до характера танца. Мы идем наперед два кроки, на третий робим приток. Поглядите. Я завжди кажу, что вельми важно побачить, почуть и только потом повторять. А звичайно все роблять наоборот, повторяють, а потім думають, що ж я народив. Причому це для танцю добре, і по житті добре, побачить, почуть, а потім зробити. Ну, ми, звичайно, робимо все наоборот. Спробуємо, так? Поглядите, будь ласка. Раз, два, три, и раз, два, три, и назад. С одной поправкой. Наперед взял с правой ноги, назад с левой. Просто так последовно замовите. Спробуем вперед, пошли. И раз, два, три, и раз, два, три. Раз, два, три, и раз, два, три. Теперь, глядите, идем наперед так, как круг не порушался, как он был ровный. Мы смотрим за соседями, как был ровный предложенный круг. Пожалуйста, я буду красивочку. Руки лепи на пояс. Это уже танец, это уже танец. Вот верните увагу, вот это не просто мы шагаем как по улице, так? А это такие пирамидный крок, можно сказать. И мы вот як сели в эту позицию, мы сидим, вылазить наверх не треба. Носки, ама не тягнутся. Еще звучать, ну, як вам сказать, ну, уявите себе наших продков селян. Ну, и как ходил так вот Василь по танцах, як бы его звали, весь брод его так звали. Самая лепшая кличка была бы его Журавель. Но это самая необидная была. Ласка. То есть вот этот стиль традиционного народного танца, про него треба думать, когда мы нечто робим, так? Конечно, там наша внутренняя говорит нам другое, батька у меня з України, мать, я не знаю, з Мордовії, наприклад, да? По телевізору я бачу шмат чого, ну от думати треба і робити трошечки інакше. І ще раз, будь ласка, вільні вперед не йдемо.
Зараз идем по кругу. Вверх идем. И сейчас вверх идем. Сейчас и сейчас вверх. Дякую. Шановні, хто був на Петровиці, заходьте всередину в круг. Трошки зробимо два кругика, було простіше. Хто лічить, що трошечки нечто вміє, заходьте всередину. Девчата, у меня просьба, коли не упевнены, учителя не заходит, вы на вас будут рекомендовать остальные. Коли ласка, то же самое задание идет по кругу, пока без пары можно. У первых идет, зверните увагу, что все танцы, белорусские танцы, потому что по-разному бывает, начинаются не по ходу солнца, а что мы слушаем. Да. Не, я не так буду. Коли ласка. Зараз дивіться, от на цьому руху можна побудувати ще кілька танців, знову не такі білоруські, так? Зараз перейдемо до того, як ми вивчаємо польську. Той же самий крок, раз, два, три, тільки ми робимо його вправо, наприклад. Раз, два, три. Улево, раз, два, три. Девочки, правило, побачить, почуть, а потім повторять. Это навіть коли приходите додому, про мужа то же самое. Побачить, почуть, потім наказати. Ви робите спочатку наказати, а потім все остальне, правда? Поміняйте, життя зміниться до лепшого. Коли ласка, спробуємо, поглядите ще раз. Раз, два, три, и раз, два, три. А теперь разом. Управо. Право там, где правая рука. Ваша правая рука, не моя. У кожного свое право. Вот Бог так дал, что у кожного свое право так было. Спробуем вправо-влево. Вправо и раз, два, три. И раз, два, три. Крок маленький робим, не великий. Раз, два, три. Так, и раз, два, три. Раз, два, три. Добренько. Добро. Вот это будет крок полечки. Все танцы наши танцуются на полной ноге. Вот нога як утюг ставится на подлогу. Коли вы на обцасах, значит, с обцасами. Но они не вытягивали, и на носки становились вельми редко. Это только выключенная ситуация такая. Танцевали на вот самую польку, все на полной ножке такой. Вы мне пробачьте, я коли буду бачить уже великие помилки в когось, буду подыходить. Это не потому, что вы древно танцуете, просто у вас опыту мало. Разумеете? Скажи ласка, еще раз. Полечку вправо-влево. А теперь попробуйте крутиться вокруг себе полькой.
чином. Это як на одной осі. Але гэта характерно тільки для дівчат, і тільки хлопці ведуть під рукою. А нам потрібен поворот такий, який буде допомагати нам танцювати польку у парі. Мы весь час по неких кропках идем. Вот они, эти кропки. Раз, два, три, четыре. Такие умовный квадратик я себе малюю, и по этому квадрату я весь час хожу. Причем где эти углы квадрата, это я тут ведаю. Разумеете? Ну, прикладно можно и по квадрату, але это простору поменьшает. Треба самі кропочки рисовать и по этим кропкам ходить. Как вы ходили, например, вокруг некой кропки. Ну, видите, как я детям бывает кажу. Вот стульчик стоит, и ты тут вокруг этого стульчика наявываешь такие круги. Добро? Еще раз. Полька вокруг себя. Закрепить поле было вельми шмат, самых розных. Некоторые мы сегодня попробуем выучить. Але стилёва есть три польки. Полька полькой, мы спробовали зараз с вами її танцевать. Полька вальсом и полька дробная. Вот три накерунки польки, их они тоже рисуют. И вот яны розняться. Давайте спробуем вальс. Треба розницу разуметь от вальса, который классичный або бальный вальс, и вальс народный. Это крышку розные танцы. Хотя и то вальс. Вот зараз попробуем с вальсом можно сделать. Начинаем с правой ноги наперед. Робим раз, два, три, назад с левой. Раз, два, три. И для вальса характерно трошечки такой, как подъехать. Три, раз, два, три. Один крок, два на месте. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты. Ансамбль Вирского позавидует. Раз, два. Добрый дякую. Василий, сейчас вальс крутится вверх стрелом. Все. Одну хвилиночку. Мы будем с вами идти по лунчикам. У нас весь час треба идти наперед. Вернулись на свою кропку. Снова пошли. Таким чином, так? И поворачиваемся за рукой. Сначала вперед-назад. А я послухал музыку. Давайте сразу начнем. Просто вперед-назад все разом. И раз. Потому что вперед-назад. Правая, левая, правая, левая. Не робите великие кроки маленькие. И идем по лучикам. Раз. У танцы не отрываете. Видите, что робим? Не заканчиваем рук. Раз, два, три повинно быть. Раз, два, три. Многие дамы хитрые. Раз, два, три. Один, два, три. Раз, два, три. И такую даму кавалер повинен будет носить на себе. Вы она не танцует. Это ж рух. Это ж полет. А когда она тут зависла, ну и тягни ее за собой. Я не буду слова говорить. Я ще раз скажу, ласка, спробуйте, это як практикование, я боюсь, дважды два треба зазубрить, потому что без этого не понимаете далее, да? Поэтому, коли ласка, еще раз, да, працовывайте кожный крок. Коли вам тяжко, значит, вы далеко шагаете, треба трошечки меньше крок зробити. Пробуем вокруг себя. Соненько малюем. Добре.
есть там и боковые. У народных вальсов все просто. Наперед, назад, наперед, назад. Ніяких кроків нема. И еще одна маленькая деталь. Мы амаль не зависаем у голове, так ровненько идем. Зараз мы пробуем вальс, идти справа, идти наперед, я покажу просто по кругу. Поглядите. Тримається раз, два, три, я такую дорожку. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Амаль полонез тримовується. Но что цікаво для Могилевской области, это рух характерный. Есть, я не буду кусить лямойки, з якого району записаний вальс, написано, сказано, по Стародавнему, с такими кроками. Прекрасно. Прекрасно. А теперь попробуйте идти назад спиной. Еще. Я просил. Девочки, тут треба как круглую рову, иначе будем сейчас урезаться в этой углы. Кайласка? Да нет, держи. Пробуем. Еще раз, вперед, назад, такое сотника. Вальс, Василий. Можно и направо, и налево. Вальс крутится и не назад. А теперь перейдем до самого, я лечу складаного, але наши более далеко відправляються. Полька дробная. Їх этих дробных полек так само вельми шмат, самых розных. І вони по-розному будуються, але є одна характерна риса, яка для всіх этих полек характерна. Я попробую вам показать. Ну, лепей за все, что вы поглядели, вы это можете зловить, вот взроком зловить. Вот с этой полькой такая история цікава. Або вона одразу отримовується, або її треба топтать. У мене не отрималося. Мне пришлось ее зубрить. А справа такая, это справа нашей психологии. Гэта старожитний стиль танца, от якого ми позбавилися, як от нечого такого, як сказати, непотребно. Видите? Як старі речі закинули на дах и забыли. Вот так мы зробили дробные польки. А теперь мы их оттуда достаем и дивимся, боже, не то его в музей отдать, не то самому носить, не то будете выкинуть. Вот пока что эта полька в таких подвешенных станет. Причем литовцы за нее ухопились и уже добро так танцуют. А белорусы свой стиль чомусь его разбавятся. Для молоди хочу сказать, что аберок польский это не дробная полька, это інший стиль. І глядячи те, що молодь тепер робить, не треба повторати аберок, это особливий танець, особливий стиль. Хоч він знешне подобний на дробную польку. Тут есть такой момент, спочатку покажу, потом потумашу. Косич может сыграть дробную польку. Я вельми прошу повторити. Зрозумійте мене правильно. Ви поки не бачите, ви це бачили, многі бачили. Але поки ви добре в це не влізете, буде то, що відбувається у всій Білорусі. Дробная полька, но это все равно видите, что меня зовут Сергей, а по всей Беларуси кличут, я не знаю, Горбёв. Но это же не я. Вот так и тут. Вот вельми тяжко с сучасними людьми, потому что хапаемся одразу. Вот побачили нечто, сразу хватите. Подумайте, но треба чи не треба. Вельми прошу, мы про злочин себе собираем больше информации, чем про іншие. А мы думаем, что мы уже побачили, а мы еще не побачили. Это и с грибами, да. Вот идешь по лесу, бачишь, воробик, пришел к ним ближе. Нет, вторым мухомором. Так и тут. Вот, разумеется, да. Добрый день.
пожалуйста, то же самое раз, два, три. А ведь не так все просто. Раз, два, три. 1 секунда, на вас доля секунды, когда обе ноги находятся на подлозе. Причем, это соскочить треба не так, а с одной ноги на две. Раз, два, три. С другой ноги. Только так она отнимается, иначе это будет нечто другое. Спробуем на мелодию. Высоко прыгать не треба. Мне совсем казалось бабуле, что можно танцевать целый день и не стомиться. Вот это такая легкая. А вот в этот момент с одной ноги на две заглюсь. На самой справе дробной польки треба присвячати цілий майстер-клас і тільки її і займатися. Коли от вже бути таким щирим, правда, так? Ну, хочеться ж, або зостаємося на польці. Ні, дальше. Вот, зараз ви спробуйте, я трішечку позднее потлумачу, ще є одна особливість. Зараз прошу вас зробити, ви читайте кракаля, а ми танцюємо дробную польку. Просто музыка розная, але стиль повинен застаться. Спробуем, так? Вот тем же чином. Когда у вас трясутся плечи, это дробная полька под назвой трясуха. И только у трясухи трясутся плечи, а у всех остальных десятков дробной польки плечи не трясутся. То есть трясуху танцевать постоянно не треба. Плечи зажаты, ну не зажаты, а такие стриманные, вот эти сказать. Классно. Я одразу это не казал, как вы зрозумели. Эту польку еще называют полька ходячи. Там есть прыжок, але его треба не прыгать, а сходиться. И вот шморгалка показывает, что это уже просто кровь. Прыжка больше нема. Но это тоже дробная полька. Спробуем вот эту шморгалку. Идем далее, да? Ну вот со стилями мы разобрались. С ее испытаний как можно было далее. А кроме вот стилевых накерунков танцевальных, есть еще накерунки региональные. Вы же погодите, что Гродно так не танцует, как Могилев. Правда? И в той же час Краснополье не танцует так, как Глушь. Хотя это снова-таки одна область. А майже у кожному селі було нечто своє. Як пісні розняться, так розняться хореографія. У кожному регіоні було нечто своє, близьке, подобне. Вот, зараз ми спробуємо, видите, що зробити? Всім відомий танець водоспад. Всі будуть. Так, поспробуємо вот зараз стримано триматися так, як могилевці тримаються. Губернський город. Амаль столиця, видите? І був час, коли Могилев хотіли зробити столицю Білорусі замість Мінська. І от гэта накладало на могилевчанство такі особливі стани. Ну, а ще, ви ж уявіть собі Полішуки. Вони трошечки інші. Вони більш приземисті. Вони живуть у болоті. Їм не треба таких висот досягати. Гору їх нема таких, як на Могилевщині. Правда? Вот это все накладает на людей такие некий отбиток, который отражается на хореографии тоже.
ласка, подиспан. Ми зараз робимо все вельми просто. З лівої ноги 2 наперед, з правої 2 назад. Пробуємо? Широко не шагаем, область. И вот теперь маленькая особливость. Для Инской области характерно, мы подбираем ножку, подставляем ее. А тут ее покидают. Раз она зависла сзади, раз спереду осталась. Вот эти маленькая деталь, она уже характерна для области. Можем на пары разобраться? Возьмите себе кожную пару. У кого нема, шукайте себе. Да. Нет. У кого еще пары нема, зараз найдем. Девчата, вот тут одна женщина есть. Перейдите сюда, пожалуйста. Идите сюда. Ходите. Мы нашли вам пару. Вот. Еще одна свободная пара. Кто без пары у нас есть? Это моя девочка. Девочка ты. Забрать меня. А теперь глядите, что с руками. Вот их треба тримать так, как и на плечах не лежали. И вот эти все правила, которые были попередними, их соблюдать. Идем с левой ноги наперед. Девчата, вот тут глядите, руки вельми высоко некоторые поднимают. На уровне вот пупа, скажем так. Давайте без музыки попробуем идти. С левой ноги 2 наперед, с правой 2 назад. Пробуем и... Раз, два, поворот. Нет. Глядите, что с поворотом отбывается. Зверните увагу на поворот. Мы не перебегаем. Просто поднимается, правая рука опускается вниз, а левая поднимается наверх. Руки остаются за спиной. И мы идем, девочки, правило, побачите. А потом повторять. И когда это неправильно, то вы себя ведете неправильно. Разумеете? Вот теперь у нас впереди оказывается правая нога. И мы начинаем идти наперед с правой ноги. Чому это вельми важно? Потому что многие это роблять неправильно, и тогда треба перешагивать через свою ж ногу, и отримовывается не стиль танца, а некая просто танец. Еще раз поглядите на нас, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Раз, поворот. И раз, и два, три, четыре. Раз, и повторите до сих пор. Еще раз, пожалуйста, разом. Пробуем. С левой ноги идем. С левой по колу. И раз, и два, три, четыре. Раз, поворот, поменялись руки. Раз, и два, три, четыре. Раз, и два. Стоп. Вот теперь тут. То, что робить неправильно, мать, что все теперь. Никуда заглядывать не треба. Кавалер крутит даму просто. Раз, два, три. Раз, два, три. Левая рука отпускается, и дама поворачивается под правой. Да. Один разок. Пробуем вот это место. Повернулись направо. Вот бок. Налево. Направо и под рукой. Раз. И в початковую позицию. Ласка. Можно под испанку.
Есть такой маленький момент. Вы повинны танцевать с партнером. А многие из вас танцуют я. Одна, я один. И все, танца не тримається. Это будет рух побач. Ви повинні танцювати з партнером. Який б він не був, він уже партнер. Причому у житті це вже давно не примовується, у танці повинно бути. Головний у танці хто? Гармоніст. Називають правильно мужчина, партнер. І він повинен керувати. Але керувати можна тільки тим, хто дозволяє собою керувати. І коли дама упирається, я, наприклад, з тобою танцювати не можу, я просто позбавлюсь. Имейте такие, и попробуй и носить на себе. Не с моим ростом накладно, так? Вот, теперь глядите, коли дама помощь, и она и слухается кавалера. Только какие-то они стремаются. Я специально взял под исполнение, вы все ведаете, вы все бачите. Вот приспособьте друг на друга. Вот этой ритме подладьте один под другого. Согласны? Застаемся в тех же парах, попробуем вот что дробить. Крышку польки. Становимся один до другого, позиция такая, мне просто незручно, поглядите, вот эта рука ложится на узровень талии, на пояс там девушки, так? Было регионально по-разному в разных местах, але так зручнее. Теперь локоть дамы повинен лежать на локте партнера. На локти. И рука уже куда достала, туда и легла. Да, разумеете? Не рука на плечи, а локоть с локтем. А рука куда достает. Все разные ростом. Теперь с другой рукой, глядите, вот. И стрелять не треба. Мы вот ровненько так тримаем, просто, да, усі видать, треба повернуться, показати. Вот, звичайно, вот так. Может быть, по-разному эти пальцы излучаться, это уже оригинально от танца до танца, или основа вот такая. И теперь дама повинна, это называют повиснуть на кавалера. Не в буквальном сенсе, а лишь все-таки приматься его слухать. И ласка, что? Польку. Теперь помните, я вам показывал вот эту руку. Управо, улево, так? Я, коли партнерша слухается, коли вот эти два рули в руках, я могу любую партнершу крутить в любой бок. Не домовляюсь з нею. Зараз танцуем не вальс, а польку, коли ласка. У польки нема кроков наперед-назад, есть только в боки. Право, влево, право, влево. И есть еще один момент. Видите, вот когда поставить две параллели, так, они повинны быть параллельно друг другу. Они вот так развернутые. Так ноги у пары становятся не параллельно, я называю пуп на пуп. Не голова на голову, а миновито пуп на пуп. Голова куди хочеш. Усіх кавалерів поразглядаю и так само. А вот миновито пуп на пуп. А коли мы станем вот так, нам будет тяжко крутиться. Вот миновито вот один до другого. Чем ближе до партнера, тем лепей, тем легче. Хотя вот эту дистанцию на кулак никто не отменял. Прижиматься у танца нельзя. Это непристойно, по крайней мере. Спробуем. Можно крутиться влево и вправо.
Дякую. Тепер то же саме робимо з вальсом. Ну пам'ятаємо, що кроки у нас не у боки, а вперед, назад. Ну, як вам сказати, у вас опит великий, життя многих прожито. Але ж є то, чому треба вчитися вже завжди. От стиль танцю повинен зостатися таким, як він є. Вибачайте, коли годов, так скажем, 50 назад наші мами танцювали так, як зараз ми, то їм було соромно вийти на вулицю. Якби тільки так і називали, як ми, то слово, про яке ми подумали. Тому що поводины у танці – це поводины у житті. Кажуть, що навчися танцювати, а роботу робити научить життя. Научися танцить, а ворога давать життя научить. Поэтому важно не просто научиться, а стилем достаться таким, як повинен быть. То же самое с вальсом, только мы крочим вперед-назад. Так? Спробуем. Еще маленькое правило. Завжди починає партнер з правої ноги наперед, партнерша з лівої назад. Починаем. Да. Вальс, Васильевич. Дякую. Конечно, можно вальс танцевать далее, але мы не будем трошечки места заставить для чего-нибудь іншого. Я вот, коли рихтовался до майстер-класса, мне здалося, и эта мальдумка подтверждена, что окромя інших танцев на Могилевщине есть два характерных, ну, можно сказать, только Могилевщины. Потому что они редко зустрічаються в інших областях. Это танец шахтер и танец досада. У них особливые рухи, особливая музыка. И, например, на Городенщине их так докладно нема. А вот тут они есть. Причем вариантов у них куча. Теперь попробуем разобраться с таким простой речью. Танцевальный крок называется. Здавалося б, звичайний крок по колу, да? Вот просто идуть. Ну вот так это просто идуть. А это треба станцевать. Раз, два. Укласти у этой крок некую свою музыку. Але видите, что не вот это зробить. А просто не танцевать. Классическая ласка краковяк сыграйте. Мы покажем одну частку. У танцах традиційних вельми часто есть гэты простый рух по колу. Я называю танцевальный рух. Что-нибудь разумеете, нет? Мы не просто ходим, мы этим кроком ловим музыку так само. Вот сюда она заходит, ну, мозги наши, и переходит до наших ног. И иначе открывается просто. Вот. Это так видать, как просто. Давайте мы спробуем вот в это место, туда-сюда, тоже краковяк. Но, партнеры, для вас важно. Вы даму повинны вести помощь с собой. Королева рядом. И хай себе у локтях, ну, королева, правда? Вот, тоже краковяк. Дякую. З гэтым больш-менш зразумела. Теперь давайте разбираться с этими вот ударами. Теперь вельми любят так ляснуть, чтобы аж зубы заточились. Есть розница, есть удары моцные, а есть такие среднего гуку. Вот частей за все сустракается просто ударчик такие. Раз, два, три приступнуть. Раз, два, три. Як закончить рух просто. А есть, конечно, где треба добро ляснуть. Рам-та-ти-та-рам. И гук повинен быть.
Але гэты гук павінен быць точны, роўны, як выстрел. Не размазаны, такі раз і ёсць. Гэта ўсё практыка, і гэта ўсё задача мозга да ног. Тады яно будзе. Калі спрабуем зараз, один раз б'ём просто, другі раз б'ём моцна. То есть уперед, назад с простым кроком, уперед, назад с моцным. Давайте знову. Василий, до сапу, будь ласка, можна сыграть? Моцно! Моцно! І ще один крок, ну, гэта з таких танцевальных кроков, крок з акцентом это называется. На ту же досаду вельми просто, мы кожный крок як бы акцентуем. Причем гэты акцент может быть як с носочка на пятку, але аккуратно, так и пяткой. Вот у Краснопольском районе вельми любят подбивать пяточкой. Стоп, но не путайте. Аккуратненько, потихонечку. Это уже модно, вельми, девочки. Это уже все, русская растыкуха поехала. Мы побыль з России, но мы не русские еще. Знаете? Як удавалось нашим дядам не смешаться с ними, я не знаю. Такие мощные были. А мы трошечки такие. Еще раз достату, пожалуйста. С акцентом на носок. Опять пяточкой. Не забывайте, что мы следим. И доска. Дякую. Так, а теперь мы выучим с вами танец месяц. Мелодия, конечно, русская, але хореография докладно белорусская. Давайте сделаем ровные два колы, как усім хапало места. Месяц с Краснопольского района, как раз запись у вашей суполки, але цікаво, что пока мы не ведаем докладную вёску. Ну, доведаемся тогда. Партнеры стараюсь побач, тваром по линии танца. Кавалер у центре круга. И это для всех белорусских танцев характерно. Абсолютно без выключения. Вот для всех. Вот там великие дырки, может быть, туда трошки ставить. Вот. Теперь поглядите на нас, Кирилловска. Вот этот крок, который мы зараз показывали, как раз характерно для этого танца. Мы с вами отворачиваемся один от другого, как бы спиной друг к другу. Один от другого идем. Раз и два, раз и два, раз и два, и раз и два. Просто стукнуть хочется, ты, кто меня не слушается. Поглядите. Как ласка. Мне не треба стукать. Так и хочется. Еще раз, поглядите. Это як бы вальсик такие на месте, мать. Рука не поднимается вверх и на внизу. Раз и два, раз и два, раз и два, и раз и два. И еще раз и два, и раз и два. Первая частка есть, одно колено. Спробуем? Пока что в этом. Ласка, 3-4. И раз и два, и раз и два, раз и два, и раз и два. Разом. Не поднимаем руку. Стоп. Ручка на место, мальчик, трошки выходите вперед, да. А теперь другая частка. Мы поворачиваемся как бы вальсом по линии, по ходу, по колу, по ходу танца. Раз и два, и раз и два. 3 четких ровных удара. И назад. Раз и два, и раз и два. Весь рух отбывается в середину. Не звонко, а в середину. Сыграйте, пожалуйста, один раз мы станцуем, потом подключайтесь. А теперь можем разом.
По-другое, уявите себе той час. За руку дівчину взяти, це вже щастя. Это же она дозволила. Это же дозволило все громадство. А тут еще есть такие интимный рух, мы же спинами спекаемся. Разумеете? А мы это все загубили. Мы с вами все теперь умеем, все теперь знаем. Вот поэтому нам сдается сумма. Вот верните себя трошки туда назад, разумеете? И теперь треба не рухи виконувати, а танцевать. Ну, коли скажу так правильно, виказувати свої відносини до партнера. Але сучасним людям треба казати так, виказувати свої добрі відносини до партнера. Бо можуть бути варіанти. Коли ласка, прошу. Було таких тихих танців. Завжди, коли танцювали, або співали, або нечто виказували, або подухвали, підписували, себе підтримували свою таку, як сказати, життєву позицію. А ми тепер мовчимо, як суки. Такие, на дереве такие, видите, повисли и висим все. Я, конечно, разумею, что я вас тут всех так запруживаю. Я долго не буду. Правда. Але ж зараз, коли ласка, є ж така вельми простая припевка под месяц. Спробуем спевать. Умеем, не умеем, не важно. Не на сцене. Светится, светится половина месяца. Мы спеваем как бы, потом пропускаем 2 строчки и снова поем. Дайте провожатого, только не жену. Во, життя з'явилося. Коли ласка. Громко спойте, крикните в конце концов. Мы не хор, мы набор танцоров. Текст светится, светится половина месяца. Пропускаем 2 строчки и поем. Дайте провожатого, только не женатого. Текст может быть другие, это просто мне это поднимается. Месяц, Карелавский. Чим вище, тим лепей, без чим. Нет, для мужчин древно. Чим громче, тим лепей. Вот просто кричим это все. Ви зрозумієте, вот, як себе треба було поводити на вечеринці, вот это настрой весь час підтримувати. А мы разбалованы теперь, у нас телевизоры, компьютеры, я не знаю, там, это и антенны, черт ведает какие. Мы за 1 секунду бачим весь свет. Вы видите себе наших продков. Я не сусіда, который живе на другой вулиці, не кожний день бачили. А на вечеринку пришли Маня, Ганя, Вася, Петя и так далее. Радость от этого. А у нас теперь уже в это вкупили. Но мы давайте вот в этом ворочаться. У гэтым сенс социальных танцев. Встреча, вот скоро будем это, як это бабуля анекдот такие есть. Каже, вышла на улицу, никого. Зашла в Одноклассники, все село. Это уже реалии. Поэтому вот эти относины, когда можно побыть живого человека бачить, это для нас уже счастье. Для наших детей будет двойное счастье. Их чародей это будет. Громко поем, не соромимся, я дозволяю. Фальшивим на полный голос. Светится, светится
определиться, но может быть вариант, да? Теперь танец «Шахтер». Кричевский район, на жаль, я записывал на фестивале, и мне не удалось записать, что за вёска, але коллектив вядомый. Кричевский район. Танец «Шахтер». Знов таки варіантів шмаху танцю. Але ми зараз танцюємо конкретно варіант Кричевський. У його два колени. Вучимо спочатку другое. Як так мне? Подержите микрофон. Поглядите на руки. Перший хлопок у нас сзаду повинен быть. Раз, два. Правильно не просуй. Еще раз поглядите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два. Это важно. Пробуем теперь разом. Первый сзаду, за плечима. Раз, два. Правые, левые, правые, левые. Раз, два, три. Пробуем еще раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Разумели, да? Вот этот удар сзаду. Вельми тяжко для наших продков давался. Чому? Ён редко сустракається такі рухи. И поэтому бабули часто просто промазывали туда. Но это повинен быть хлопок. Сзаду, за спиной, да. А уявите себе, какая физкультура после дня працы, да? Раз, два. И вот гэты момент, танец простый, але вот момент догранания один до другого, ну, уявите себе свою маму молодую. Я не кажу про бабулю. Разумеете, вот гэты сенс. И вот эти хлопочки все, они повинны быть не тут я тебе, а вот, разумеете як, да? Раз за целый тиждень. И не важно, что не сильно люблю эту девчину, например. Але ж больше там активности не будет. Поводить, косить. На целую неделю в болото комары будут жрать. Ага, вот появляется себе ситуация, да? Вот яно, жильцо. А не то, что мы тут, ой, ну что это танцы-то? Помахали руками, что помахали? Или вот так носится. Спробуем, давайте так. Первая часть времени простая. Проходочка по колу, але такая, як дробная полька. Мы идем таким танцевальным кроком по колу, домашней дробной полькой. Что характерно для той экспедиции, которая была у Краснополья. Например, у Любанском районе, когда берутся за две руки побач, вот такая позиция, один перед другим, то когда идут наперед, мы поворачиваемся. И эти руки трамовываются вот такие. Вот мы дальше. А Краснополье гэтага не робіць. Яны і стаять так, і так ідуць. І ручки застаюцца вось такими ровными, параллельно одна другой. Вот так і. Разумеете? Но кричевский вариант гэтага танца «Шахтер» позиция я бы под Испанию. Вот такая. Да. Я звертаю вашу увагу, каб вы разумели, что есть разные варианты. Есть «Шахтер» с Краснополья. Но мы зараз вучим притчу, да? Я правильно скажу? Притчу, да? Кай ласка. Васильевич, наиграйте. Мы зараз зробили две проходки, два хлопки. Повинна быть одна проходка, один хлопок. Я повинен проверить запись. Я боюсь вам напустить. Все. Так и есть. Пробачьте, я вам уже напустил. Кричевский вариант параллельно руки, и мы идем не полькой, а простым кроком с акцентом. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Зупиняемся. Раз, два. А не тримаемся за две руки, мне микрофон не даем общемости. Спробуем. Одна проходка, один хлопок. Мы вельми долго зараз ушли. Или не ходите. Хоть барабаном дайте нам вступление.
Пашенькине Паша, шахтер весело живет. Вот две строчки весь час можно спевать. Шахтер Пашенькине Паша, шахтер весело живет. Да? Или просто. Можно просто кричать. Ну вот выказывайте свои эмоции, про текст, про звук. Можно и чуть-чуть худшее. А теперь пропоную такую речь. Танцуем месяц и одразу шахтер. По краснопольській этой експедиції там, напевно, треба питати, але напевно там була така особливість. Наприклад, у нас у районі як зіграли один танець, танцори розповзлися по залі, потім грають другі. Там трошечки не так вечеринка будувалася. Я ще не скончився перший танець, а танцоры уже заказали другие. Например, где подыспать, где-нибудь там посередине танца кричать «на реченьку». И музыканты, скончивши подыспать, одразу начинали наступный танец. Это особливость региона. Ну, уже такая, скажем. Поэтому спробуем так. Месяц и одразу шахтер. Ой, пробачте. Сыграйте, будь ласка, досаду. Есть такая особливость, что з 3 районів бачу варіанти, і в 3 районах одна і та ж послідовність руху. Это говорится об устойчивости танца. І ще момент. Наприклад, ми граничимо з Могилевською областю, і цей танець зустрічається тільки у вёсках, які недалеко від межі Могилевської області. Уже, например, я только ближе сюда до Слуцка, уже его не знаю. Ни мелодии такой не знает, ни танцы, навіть самые старейшие жихари не узгадывают его. Будь ласка, досаду. Мы беремся як на польку. Глядите, мы идем як на польку. Зараз вот такой маленький момент. Отримовується раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири і 4 наперед. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Теперь идем назад. Раз, два, три, чотири.
четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пробуем. Отримовується 2 наперед, 2 назад, 4 наперед. Потом 2 наперед, 2 назад, 2 наперед. Только вот этот перед меняется. То один бок по линии танца, то другий. Спробуем, так? Ви тримаєте руки як на польку, это мне мешает. Можна за локоть держатися. Спробуем. Хлопці починають з лівої ноги, дівчата з правої. Спробуем. И. Раз, два, три, четыре. Раз, два. И наперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Стоп. Ага. Вот эта ваша наблюдательность вас зараз подвела. Вы же не бачили, что мы робили? А кроки, а мать приставные. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не другие, а именно такие. Спробуем. Можно сыграть, если не достаточно. Очень другую частку. Вот есть такие рух, которые для Краснополья характерны вельми, але часто спрашивают по всей Могилевской. Я называю его такой рух рукой, пришлось его назвать. Раз, два. Знаете, часто спрашивается, ноги, нібито ничего не робит, только руки. Раз, два. Так. Далее может быть нечто інше. В даному випадку підтримовується раз, два, поворот. И снова раз, два и поворот назад. Так вот теперь треба зробити этот рух не вперед, а назад. Підтримується, пробуем, да? Наперед, назад, поворот, назад, наперед, поворот. Пробуем? 3, 4 и раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Назад, наперед. Раз, два, три, четыре. Зверніть увагу, що ось тут цей рух часто робить таким акцентом рукою. Раз, два. І хорошо так його робить. Да. І коли поворачують даму, то крутять її. Ага. Спробуємо. От полова этой части. 3, 4 и. Эх, досада, ты досада, не рассыпешь по полям. Эх, досада, ты досада, сыпешь по полям. Вот, это есть, так? Далее мы просто с вами робим проходку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И вальсируем до конца мелодии. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да. Руки слушают, это я не могу слушать. Спробуем другую частку. Проходка. И от початку танец. Спробуем? Пам'ятаємо, 2 наперед, 2 назад, 4 наперед. Дякую. Мне надо положить микрофон, а отключить мозги. Я переключаюсь на любовские танцы, могилевские танцевать не могу. Еще раз, давайте просто повторим, как закрепить. 2 наперед, 2 назад, 4 наперед. Идем, пока сами собой, без музыки, 3, 4 и. Раз, два, три, 4, раз, два, и наперед. Раз, два, 3, назад и. Раз, два, 3, назад. Раз, два, и наперед. Раз, два, 3, 4. С рукой. Раз,
два, поворот, раз, два, поворот, проходка, раз, и два, и раз, и вальс. Перахапіліся. Один момент. Ёсць, калі танцуюць вальс амаль на месцы, у досаде идут наперед вальсом, рухаются по колу. Это важно, потому что так танцевали, так? Спробуем еще раз. Верните мою дудку. А теперь верните увагу на один деталь. Вот поназирал, вот это рух рукой усе робить по-любому. Вот такие звичайники, да? Нет, вот она рука, и менавіта рука працує. Раз, два. Вот гэты рух повинен быть таким. Не так, как вот вы плечиком мне что-то робили, а вот менавіта рука. Спробуем на месте, да? Хлопцы, вот вы повинны, так сказать, эту руку дамскую выкрутить туда наперед. Раз, два. Раз, два. Да. Менавіта рука, вот, и она головная тут. И она вот в этой позиции высокой, на плячи. Вот тут, да. Штурмуется. Раз, два, поворот назад. Рука, поворот. Як вы знаете, что такие рух от локтя. Вся рука, а от локтя она працует. Видите, апошнім часом, коли годов 10 назад была задача просто, как люди научились правильно танцевать традиционные танцы, то теперь задача, как эти танцы еще танцевали регионально правильно. Как не сгубилось все, как не вышло у меня вся Беларусь танцевать лявонику, и надо было просто так и танцуйте любой. А где Краснополье, где остальные вся Беларусь. Понимаете, кожная такая повинна быть своей особливости. Спробуем эту руку рукой. Раз, два, поворот. Раз, два, поворот. Ведем. Раз и два, и раз, и два. И вальс. Раз. Наперед. Отлично. А теперь вот эти руки по колу, да, 4-2. 2-4, например, да. Относины выказываете один другому. Она такой, ну, я, конечно, правильно, да, так на лицах читаешь. Раз, два. Идем за музыкой, а не считаем кроки. Я не умею считать, я сейчас вам говорю, но в принципе мы идем за музыкой, и она сама подсказывает. Спробуем без подсчета, так? Пробуем.
Просьба к оператору. Там, где я помыляюсь, вырежьте, пожалуйста. Я вот вот что скажу, что я привык мыслить хореографично так, как мыслит мой район. И когда я включаю мозги, иду за музыкой, я иду логично за тем стилем, который у нас, за той последовательностью руху, которая у нас. Поэтому я вот тут помыляюсь. Вот когда я гляжу на набор танцев, я могу сказать, за одной вёски танцы или нет. Потому что логика у наборе приблизно однолькая для конкретного региона, конкретного часу. А коли есть нечто іншее, так, або з другої вёски, або танец больше старейший. Не такие, как это сам. Разумеете, вот, есть набор рухов, набор последовательностей рухов, характерных конкретному региону.